Сабанс Хайрлоусон, Сайгды Сирижля. Доброе утро, уважаемые телезрители. В Польше, в городе Жешов, прошел 19-й Всемирный фестиваль фольклорных коллективов. Молдову и Гагаузию на этом фестивале представил образцовый муниципальный танцевальный ансамбль «Поляки Буджака». Как проходил этот фестиваль, какие эмоции в Гагаузию привезли наши гости, сегодня в студии нам расскажут. И я представляю наших гостей. В студии председатель польской общины Гагаузии Любовь Барган. Здравствуйте. Доброе утро. Участники образцового муниципального танцевального ансамбля «Поляки Буджака» Даниил Тудерич и Яна Барган. Здравствуйте. Доброе утро. Как настроение? Только что приехали с фестиваля. Я думаю, что привезли такой багаж эмоций, бурю, да, впечатлений. Расскажете и поделитесь сегодня. Широко и весело проходят такие фестивали. Уверена, вы покорили поляков и гостей фестиваля гагаузским задором, южным колоритом и буджакским темпераментом. Делитесь впечатлениями. Еще раз добрый день. Еще раз доброе утро, да. Да, на самом деле вы правы. Фестиваль, 19-й Всемирный фестиваль полонины фольклорных коллективов, наш коллектив посещает уже в 5-й раз. Этот фестиваль это масштабное мероприятие, которому уже 50 лет. Наш коллектив участвует в нем 5-й раз. И мы всегда к нему очень серьезно готовимся, и мы едем на него, можно сказать, как на Олимпиаду. Это наша Олимпиада полонийных коллективов. Что значит полонийные коллективы? Это коллективы, которые танцуют польские танцы не в Польше. То есть на этом фестивале собираются коллективы, танцующие польские танцы из стран всего мира. В этом году приняли участие 10 стран и 25 коллективов. К сожалению, фестиваль не был таким масштабным, как в прошлый раз, когда мы были. Там участвовало 45 коллективов из 25 стран. Ну, сказалась, конечно, пандемия, сказались трудности, реалий. Но фестиваль жив, и это очень радует. И наши дети очень серьезно готовились и с большим удовольствием в нем участвовали. На самом деле фестиваль – это не только радостные тусовки и счастливые моменты, да, радостные встречи, да. Новые знакомства. Формат этого фестиваля таков, что в процессе делаются много мастер-классов, делается много репетиций для того, чтобы концерты на главной площади и гала-концерт, для того, чтобы они показали единение полонийных коллективов. Там работает группа очень опытных хореографов, которые учат наших танцоров совершенно новым танцам. То есть получается, что за 2 дня репетиции наши танцоры осваивают 4-5 новых танцев. То есть вы понимаете, какой это интенсив. И репетиции, конечно, да. И других постановок, я так понимаю, да? Или определенных элементов постановок. То есть там мы репетируем не то, что мы привезли из дома. То, что привезли из дома, должно быть выучено на зубок. А там уже нас польские хореографы учили наших детей танцевать новые танцы, которые танцевались одновременно сразу 600 танцорами. Браво. То есть это очень потрясающее зрелище. На самом деле в этом быть причастным к этому, быть даже рядом с этим, не говоря уже о том, чтобы участвовать, дети могут подтвердить. Это Они очень круто, сейчас, это очень здорово, потому что рядом с нами танцевали с одной стороны коллектив из Чикаго, с другой стороны коллектив из Австралии. Дальше был коллектив из Бразилии, дальше был коллектив из Германии. И все очень хотели друг с другом общаться, очень помогает английский. Предполагается, что все коллективы знают польский язык. К сожалению, мы не владеем польским языком в такой мере, как должны бы, учитывая наши польские корни. Но где-то выручил английский, где-то выручил русский. На самом деле фестиваль дает очень большую мотивацию к тому, чтобы дальше продолжать работать, для того, чтобы через 3 года было что показать опять. И очень здорово, что на этом фестивале показываются не только польские танцы, но и каждый коллектив, который приезжает из своей страны, имеет возможность быть послом культуры своей страны на этом фестивале. То есть мы с большим удовольствием и с гордостью представили там гагаузские танцы, гагаузские песни, болгарский, молдавский танец. И хочу вам сказать, что как правило, именно вот эти танцы, которые нашей страны, они вызывают наибольший всплеск эмоций, наибольший резонанс, наибольшие аплодисменты.
Потому что, ну, в польские танцы там все умеют танцевать, да? А получается, что мы поражаем своей самобытностью, своей оригинальностью, своей вообще другой совершенно культурой. Но так же, как и здесь, в нашем городе, в Гагаузии, находясь, вы поражаете нас, зрителей, танцами польской культуры, да, потому что, ну, мы привыкли молдавский, гагаузский, болгарский репертуар, да, а вы удивляете нас и своими постановками, и своими роскошными костюмами. Ребят, ну, Любовь Ивановна рассказала очень многое, очень интересное, но я бы хотела, чтобы вы поделились впечатлениями. Я уверена, вы привезли массу эмоций. Это аплодисменты, это незабываемая атмосфера. Пожалуйста, Даниил. В любом случае, от фестиваля остались только положительные эмоции. Мы показали показали гагаузскую культуру, молдавскую и болгарские танцы. Люди получили очень много впечатлений именно от гагаузского танца. Все были взбудоражены и в шоке от нашего темперамента гагаузского, от того, как мы поднимали ноги, и от того, как кричали. Всем все очень сильно понравилось. От фестиваля остались положительные эмоции. Мы познакомились со многими народами, показали свои танцы, свои песни, познакомились. Произошел резонанс со многими народами других стран. И как бы все обменялись какими-то частями своей культуры, и всем все понравилось. Отлично. Яночка, вот Любовь Ивановна сказала, что коллектив уже 5-й год принимает участие в этом фестивале. Пятый раз, извините. А вы в какой раз? Впервые? Или второй раз. Второй раз. Ну, тоже ваши впечатления, то есть от фестивалей многочисленных. Так как я была не в первый раз, я, в принципе, понимала, куда мы едем, насколько нужно быть подготовлены как физически, так и морально, что будет тяжело, но в то же время, несмотря на то, что было физически где-то тяжело, мы понимали, насколько это интересно, какой-то классный опыт для нас, как в первую очередь для коллектива. Плюс мы очень сильно объединились, когда поняли, насколько нужно быть сосредоточенными, насколько нужно быть в моменте, насколько нужно быть внимательными, помогать друг другу. Где-то что-то не успевали, но очень нам помогло то, что мы были объединены все вместе и как коллектив сработались. Вот. Отлично сработались. И я вообще предлагаю зрителям вместе с нами окунуться еще раз в ту атмосферу, посмотреть небольшое видео, да, которое и нам покажет, как проходил этот фестиваль, какие страны принимали участие, и познакомиться, приблизиться к культуре тех стран, которые были на этом 19-м фестивале фольклорных танцев. Посмотрим. Tell me
Замечательное выступление. Ребят, вы и себя еще раз увидели, окунулись в эту атмосферу. Ну, и хотелось бы, чтобы вы еще рассказали, что было, может быть, сложного в этом фестивале, и какие-то моменты, может быть. Или наоборот, интересно, что вот все-таки собралось столько коллективов, и мы говорим на русском языке, да? Вы говорите, что можно было общаться на английском. Насколько вот было вот это общение с ребятами других стран мира? Мы познакомились, наверное, ближе всего с ребятами из Канады, потому что так получилось, что на гала-концерте мы были в одном секторе, и ближе всего общались с ними на английском языке. И очень было с ними интересно, потому что ребята хотели узнать, как у нас в стране, там, какие у нас традиции в народе. Мы тоже у них начали спрашивать, и под конец мы очень с ними сблизились и до сих пор общаемся в интернете. Насколько заинтересовали традиции наших народов ребят, участников фестиваля? Заинтересовали. Мы показывали фотографии нашей красивой страны. Они, в свою очередь, тоже показывали свои фотографии своей страны. Мы даже спели свои гимны, показали другу свои гимны. Им тоже все очень понравилось. На самом деле, ребята очень веселые, колоритные, очень веселые. Там такая атмосфера дружеская. Все хотят друг с другом пообщаться, повеселиться, танцевать, показать какие-то элементы своих танцев. Трудностей вообще не было, потому что все были настроены на положительный лад. И организация была, наверное, на высшем уровне. Да, организация на высшем уровне. Как бы нам все понравилось. Вот эти репетиции общие, они, наоборот, только вдохновляли на что-то делать дальше. Потому что учили новые танцы, учили танцы на еще более польский лад. Это тоже вдохновляло, и всем все очень нравилось. Кроме репертуара танцевального, вы повезли еще и вокалистов. Я бы хотела, чтобы вы немножко об этом тоже рассказали. Что вошло в ваш репертуар фестиваля? С большим удовольствием хочу сказать, что с нами поехали две замечательные вокалистки, которые являются победительницами конкурса, который мы проводим тоже на базе польской общины. Мы проводим конкурс ежегодный исполнения песен Анны Герман. И вот у нас прошлогодние две победительницы Азимова Юлия и Антонина Назарова. Вот они откликнулись и приняли активное участие в подготовке к фестивалю, и впоследствии на фестивале тоже. Девочки нас не подвели, они необыкновенно креативные, необыкновенно талантливые, замечательные артистки, замечательные люди. И нам было очень приятно, что они очень так вот подхватили волну фестиваля, поняли настрой, поняли задачу поставленную и великолепно с ней справились. То есть на сценах фестиваля одинаково органично звучали и Оглан наш гагаузский, и Соколы польские. Огромная благодарность девчонкам, они просто умницы, и надеюсь, что наше сотрудничество с ними продолжится дальше. Потому что, как показала практика, оно плодотворное, хорошее, замечательное сотрудничество. Результат хороший. Да. Я предлагаю послушать замечательную песню «Углан», которую исполняют во всем тюркском мире в разных интерпретациях. Послушаем, как исполнили наши вокалистки на фестивале в Польше. С удовольствием. Gidelim
Здорово. Да, вы сегодня рассказали и поделились впечатлениями, теплым приемом, аплодисментами, добротой зрительских сердец. Организаторов чем заинтересовала наша культура, и вот что настолько близки эти уже вот такие отношения с Гагаузией, с Молдовой? Ну, на самом деле мы очень отличаемся от других участников фестиваля. Вроде бы вот наша вот гагаузская песня, да, но вот зацепила. Вот слушали зрители, прямо слушали, завороженно слушали, потому что, ну, наша культура красивая. И она, как сказала одна австралийский хореограф, you are different, вы другие. Мы не такие, как все. Вот в польской культуре, вообще вот в европейской культуре, у них в танцах положено девушку и приобнять, и где-то вот и приущипнуть, и где-то вот нет, юбочку. У нас нет. У нас мальчик держит руку, девочку не трогает, девочка личико прикрывает. То есть для них это, ну, что-то совершенно другое. Поэтому вот мы вызываем интерес, да. Ну, я горжусь, что у нас такая молодежь, которой можно восхищаться, которая достойно несет культуру Гагаузии на таких всемирных фестивалях. Это на самом деле дорогого стоит, и это такая очень... И на вас большая честь, ребята. Вот насколько, выходя на сцену, вот вы на самом деле ощущали, что на вас такая миссия, потому что вы представляли и Гагаузию, и Молдову в целом. Да. Яночка. Когда танцевали вот все танцы, у нас была такая суматоха, что должны были очень быстро переодеваться на концерте на рынке, на центральной площади города Жешов. И вот такая спешка, кажется, что вроде бы так все устали, но когда выходили на сцену и видели вот эти горящие глаза зрителей, казалось, что все эти проблемы, вся эта спешка, она как-то осталась позади на сцене. А вообще, когда танцевали гагаузский танец, я вообще чувствовала, что я нахожусь дома, потому что когда танцуешь гагаузский танец, сразу так чувствуешь себя уютно. А как чувствовал себя Даниил? Да, больше всего мне даже вдохновил концерт на площади. Тоже, когда танцевали гагаузский танец, мы его станцевали прекрасно, нам очень много людей хлопало. Короче, был аншлаг, и все хлопали. Мы вышли, танцоры, которые ждали, ну, после нас танцевать, они тоже все были в полном шоке от нашего танца, от нашего темперамента. Все хлопали нам, как могли, на каком попал языке, говорили, что очень круто, всем все понравилось. Всем все понравилось, и все были в шоке от нас тоже. Вы знаете, я тоже немножко шокирована в плане, исполняя гагаузские, молдавские, болгарские танцы. Это один колорит, да, один фольклор. Исполняя танцы польские, здесь уже другая манера, другое, вот как удается перевоплощаться, потому что, ну, это совершенно другая культура, совершенно другие движения. Артисты. Это все из наших долгих репетиций, потому что мы на репетиции также переключаемся. Мы станцевали болгарский танец, через минут 10 сразу танцуем польский, медленный танец. То есть нас на репетициях еще нас учат переключаться на другую волну. То есть это такая перезагрузка? Да. Но на самом деле за вот этой легкостью, вот этой вот, ну, такой вот танцевальной легкостью и красотой, на самом деле это многочасовые репетиции, тяжелый труд, пот, слезы. Вообще переоценить работу хореографа, мне кажется, вообще невозможно. Это настолько вот, ну, тяжелый труд. Это надо быть и педагогом, и тренером, и учителем, и наставником. Поэтому хочется выразить огромную благодарность нашей Елене Степановне Дечевой, которая является нашим хореографом, и выразить огромную благодарность нашему экс-хореографу, собственно, создателю и постановщику всех наших танцев Марине Валевич-Гарчу, которая сейчас живет в Польше, но она держит руку на пульсе, она всегда с нами, она всегда нас поддерживает. Да, и мы с большим удовольствием, с радостью наши дети танцуют танцы, те, которые она поставила, и эта вот преемственность такая существует, и надеюсь, что те, которые будут после нас, тоже будут это все продолжать, все сохранять и приумножать. Я еще не могу не отметить еще раз ваши роскошные костюмы. И опять же, они насколько красивы, настолько в них все же в такое солнце сложновато, да? То есть нужно уметь не показать, что тебе где-то жарко, где-то, может быть, не очень комфортно, но тем не менее это настолько красиво и дорого. Да, ребят. Да. Костюмеры у вас, конечно, тоже очень
очень замечательный. Костюмация роскошная. Да, про костюм. Костюм тоже цепляет своей красотой, своей изюминкой. Тоже гагаузские наши шляпы гагаузские народные. Наши Шапки. наши Колпаклар. колпаки, да. Наши кушаки, наши сапоги танцевальные. Они тоже цепляют всех, и это своя изюминка. Костюмы всегда своя изюминка была. А я думаю, что зацепили вы организаторов, потому что здесь на столе у нас очень много всевозможных подарков, призов. Можете рассказать символ фестиваля? Расскажите о каждом. Ну, конечно же, наш главный трофей – это диплом об участии в фестивале. Очень приятно, что нам такой диплом был подарен. Значит, также вот атрибуты фестиваля. У нас таких трофейных уже 5 штук. Таких вот, получается, как Вашей бы статуэток. коллекции, да? Да, мы их с трепетом, с благодарностью, мы их храним у нас в классе польского языка. У нас есть специальный стенд, где там у нас мы копим все наши награды. И не могу не отметить медаль, которую мы получили от польского сейма. Медаль, на самом деле, она имеет сертификат. Это правительственная медаль, которую нам вручили на встрече с губернатором Подкарпатского воеводства. И медаль приурочена к юбилею Конституции Польши. И нашему коллективу она была вручена за вклад в развитие польской культуры вне Польши. То есть, как бы нам это очень приятно. И нам приятно, что в Гагаузии находится столь множественное количество наград, дипломы и в вашей копилке в том числе. Да, это как бы будет нас греть следующие 3 года, напоминать нам, мотивировать, стимулировать, да, чтобы наши танцоры хорошо танцевали, изучали новые танцы, готовились. У нас, ну, к сожалению, так получается, что как только наши танцоры становятся зрелыми, практически профессиональными, они заканчивают 12 класс и уходят из коллектива. И получается, что у нас всегда есть молодая поросль, которую нашему хореографу приходится приводить в нужную кондицию. Да. Работать. Ну, мы не должны расслабляться, мы должны постоянно работать и растить новые кадры. Наши кадры танцуют потом в других танцевальных коллективах, в коллективах и в Дюзове есть выходцы из нашего коллектива. Ну, мы горды этим, да, что у нас ну да, коллектив существует уже с Коллектив существует 15 лет. Да, коллектив существует 15 лет, и у нас есть плоды нашего труда. Вернее, как я говорю, нашего. Я являюсь руководителем польской общины не так давно. До меня большой труд и большой вклад вложили Валевич Людмила и Марина Валевич Гарчу. Мы очень с благодарностью и с трепетом это все приняли и стараемся дальше это все развивать, продолжать и приумножать. Ну, как вы уже отметили, что поколения меняются и руководство. Но главное, нужно и держите, скажем так, марку, да, вы являетесь визитной карточкой Гагаузии, потому что представлять нашу культуру, еще раз говорю, на таких фестивалях, это очень значимо, очень ценно, и вот вам досталась такая честь, и вы очень рады. На высшем уровне несете эту свою миссию. Мы тоже очень рады. Как принято после таких фестивалей благодарить или напомнить о тех, кто помогал в организации этих моментов? На самом деле фестиваль очень масштабный. Фестиваль, дорогой, скажем прямо. Участие в фестивале платное. Доехать туда тоже довольно сложно было. Поэтому мы просили помощи у очень многих источников. И хотим сказать, что нам никто не отказал. Самый, конечно, большой вклад в то, чтобы мы доехали в Жешув, внесло посольство Польши. Они нам выделили значительную сумму денег на транспорт. Также хочется выразить огромную благодарность примару муниципия Камрад, который тоже нас поддержал финансово, нам тоже были выделены средства. Главное управление культуры Гагаузии тоже нам выделило средства. И районная администрация Камрадского района тоже нам помогло. То есть нам удалось собрать значительные средства для того, чтобы и оплатить транспорт, и подготовить нашу команду к
к фестивалю, то есть приобрести какую-то форму тренировочную, потому что совместные репетиции предполагают вид соответствующий у коллектива. И были приобретены футболки, промаркированные, чтобы было видно, что это поляки Буджака, чтобы было гордо написано, что это Молдова и Гагаузия. В общем, огромная благодарность всем, кто был рядом с нами, всем, кто нам помогал. Также хочу выразить благодарность Дому культуры муниципия Камрад за предоставление молдавских костюмов, болгарской общине за предоставление болгарских костюмов. К сожалению, сейчас такое время, пошить костюмы это очень дорого, и приходится нам что-то арендовать, что-то друг у друга заимствовать. Поэтому на самом деле фестиваль был масштабный, фестиваль был грандиозный, и подготовка была сделана грандиозная, и все, кто были рядом с нами, очень нас поддержали, и всем большое спасибо. И я вас благодарю, ребят. Вы принимаете участие в многочисленных фестивалях, конкурсах, концертах. Всегда рады вас видеть на сценах. Над чем сейчас работаете? К чему готовитесь, несмотря на летние каникулы? Скоро сентябрь, потом опять работа возобновляется, и концертная деятельность, я думаю, что тоже насыщенная. Или просто пока идут репетиции, и пока еще живете впечатлениями фестиваля? Пока еще мы выдыхаем после Жешува. Нам хореограф наш дал короткие каникулы двухнедельные, но уже есть приглашение участвовать в начале ноября в Турции в фестивале в Мерсине. Мы его рассматриваем, и скорее всего, что мы примем участие в этом фестивале. И мы ждем других приглашений. Мы с удовольствием будем участвовать в фестивалях как и в Молдове, так и если получится, куда-то выехать. Мы с удовольствием будем приглашать вас в студию, и вы будете делиться своими впечатлениями, эмоциями от таких роскошных фестивалей. Хотела бы ваши пожелания в целом, я не знаю, в целом и организаторам, и участникам фестиваля. Яночка, пожалуйста. Я бы хотела поблагодарить нашего хореографа Елену Степановну Дечеву за то, что она внесла огромный вклад в труд в нас, и у нас получилось выступить достойно, показать нашу страну. Хотела бы поблагодарить ребят из нашего коллектива, танцоров, которые были рядом с нами, со всеми, благодаря которым мы тоже выступили достойно. И поблагодарить мамочку Любовь Ивановну Барган. Любовь Ивановну Барган за то, что помогла организовать поездку в этот фестиваль и дала нам такую возможность. Потому что на самом деле это непосильная ноша. Любовь Ивановна, я уверена, это было нелегко. Да, это было нелегко. Но вы выдержали, и вот такой огромный коллектив, большой коллектив отвезли в Польшу. Даниил, пожалуйста. Я тоже хочу поблагодарить тех же людей, нашего хореографа Любовь Ивановну, всех ребят, которые старались, танцевали, репетиции приходили, не пропускали, занимались. Также хочу сказать всем спасибо за то, что в любом случае мы повидали другую страну, в любом случае эмоции, знакомства, все самое хорошее. Спасибо еще раз вам всем. Я бесконечно рада, что у нас такая молодежь, правда, такая красивая, яркая, талантливая, которая достойно представляет Гагаузию, наш маленький народ. Это очень гордо. И я благодарю вас, Любовь Ивановна, потому что на самом деле это очень большая ответственность вывести детей, организовать это все. Вот я говорю, у меня аж мурашки, потому что это знаете вы. Вам силы здоровья и вам сплоченности в коллективе. Пусть все у вас будет слажено и хорошо, но с такой командой, с таким капитаном, можно вас так. Спасибо. Все у вас получится и получается. Благодарю вас за участие, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что сегодня в нашей студии были гости председатель польской общины Гагаузии Любовь Барган и участники образцового муниципального танцевального ансамбля «Поляки Буджака» Даниил Тудерич и Яна Барган. А завершаем мы программу музыкальной композиции «Кираса Гавасы», которая была исполнена на 19-м фестивале в Польше. Na scenie Polacy Buджака i zaprezentują gagauską suitę.
Mołdawia.